Вы знаете что? Я просто не знаю, что сказать про это собрание. Мы много обсуждали вот насчет этого собрания. Мы не понимаем, зачем оно. И я больше ничего не могу сказать. Понимаете, что? Ну, просто нет слов, я не знаю. Может, это кому-то и кажется столь важным. Но если оно даст какие-то плоды, может быть. Но я сомневаюсь. Ну, и в любом случае, удачи, я не знаю, что и пожелать. Спасибо. Чтобы, видимо, дальше продлить свои полномочия и продлить свою легитимность. Только для этого, для другого, видимо, ему это не нужно. Таким чином, чтобы узаконить всебелорусское собрание на форме законной, только поэтому так он, получается, собрание никого не имеет юридической силы. Вы знаете, на ваш первый вопрос не могу ответить. Я могу ответить, это будет иметь смысл, если депутатов или кандидатов в делегаты этого собрания будут избирать из всех слоев общества, из всех слоев профессиональных, чтобы были представлены не однобоко, только руководящие представители власти, которые уже избраны. Тогда это будет иметь смысл. На этом, наверное, все. Ну, наверное, подкрепить это каким-то мнимым законом, скорее всего, чтобы было ему как-то это удобно объяснить. Но, скорее всего, все для его удобства, конечно же, как и всегда. Это вот мое мнение такое. Ой, я даже не могу даже сказать. Мне кажется, есть какие-то у него свои цели для этого, конечно же, преследует какие-то цели, но в любом случае, мне кажется, для нас, для большинства граждан обычных, конечно же, это не к лучшему. Так и, в принципе, все сейчас происходит. Одним политика. Ему нужна подпорка очередная, вот он ее себе и делает. Ничего удивительного нет. То, что мы не ушли из Советского Союза, а в нем остались, и самое худшее из него взяли, это есть. Так что ничего удивительного. Он защищает себя, как правильно говорят. Про него Невзоров очень много говорит, и все очень правильно. Посмотрите. Я вас умоляю. Он говорит очень много что. Для укрепления своей власти. Только для этого. А для чего же еще власть создает такие вещи? Россия и Белоруссия, ну Китай еще. Вот 3 страны, где авторитарная власть правит так, как она хочет. Вчера Москва показала, что она стоит. Она идет по нашим следам, по следам Беларуси. Ничего удивительного. 2 зачухлые страны. Так что друг друга стоят. Ну, для того, чтобы какое-то подкрепление было, еще эхо отголоски совка, то есть это у него в крови, я так понимаю. Но вообще, конечно же, я против и не поддерживаю его в этом плане. Но он знает, как использовать и какие рычаги нажимать. Так что так. Ну, есть подозрение, что это не просто так. Это не... Ну, как сказать? Конечно, все делается для народа, только неизвестно для какого народа это все делается, поэтому тут много вопросов, их больше, чем ответов. Поэтому, мне кажется, это делается для прикрытия чего-либо или кого-либо. Ну, вот как-то так, я считаю. Есть подозрение, что это все делается для того, чтобы как бы закрепить нужных людей в нужных местах с нужными статусами, для того, чтобы прикрыть чью-то спину. Я думаю, вы знаете чью. Я думаю, что да. Он же президент, он всегда может использовать много чего для народа, скажем так. Поэтому я думаю, что, конечно, это в его интересах. В каких-то. Нет, а почему нет? Если спрашивают мнение людей насчет каких-то, допустим, там государственных решений и позиционируют, что это должен народ принимать, то почему нет? Я считаю, что это правильно. Ему нужно придать законодательную силу. И тогда будет совершенно очевидно, что важные решения в стране принимает народ. А ведь на собрание-то приглашаются разные люди,
так сказать, разного социального статуса. Поэтому я лично считаю, может, это мое субъективное мнение, но я считаю, что это правильно. Почему нет? Я думаю, да нет, это все фикция на самом деле. То есть они специально это придумывают какие-то реформы, какие-то изменения, которые они... Ничего это не изменит, по факту. То есть это фикция, фикция диалога с населением, о котором идет речь. Вот. Ну, какая-то альтернативная форма управления. Ну, какая-то структура, которой можно будет манипулировать. Ну, я не знаю, какие там у него многоходовочки, но доверия этому нет. Все. Ну, я тоже считаю, что это какой-то способ перевернуть все с головы с ног на голову или, может быть, как-то замять конфликт, который в обществе сейчас возник между властью и обществом. И, ну, я согласна, у меня тоже нет к этому доверия, у меня нет доверия ни к чему, что делает современная власть, поэтому, ну, это показуха, на мой взгляд, нереальное действие какое-то. Чтобы замять конфликт между обществом и властью, который сейчас возник из-за недовольства властью и действиями, ну, у меня доверия нету к этому, как ко всему, что делает власть, потому что я не верю, что их мотивация и их ценность в людях. То есть я не верю, что они делают это для людей, только чтобы как-то осуществить свои же планы.